Более 2000 квадратных метров обновления. Единственная школа сельского поселения Вежари снова в строю. Около 5 месяцев понадобилось строителям, чтобы полностью все обновить. Изменения видны уже с порога. Снаружи композитная отделка, а внутри побеленные стены. Единственную альма-матер сельского поселения Вежари с недавних пор просто не узнать. Ученики и педагоги как будто в другой школе. С удовольствием учимся, с удовольствием развиваемся, растем. И особенно мне нравится наша эта доска интерактивная. С удовольствием. Вот я сейчас с этой доской, мы уже занятия проводим на доске. Школа рассчитана на 240 мест. Она открыта в 1995 году. По решению судебных органов 6 кабинетов закрыли из-за аварийного состояния. В этом крыле здания появилась большая сквозная трещина. Это кадры инспекционной поездки главы Ингушетии осенью 2019 года. Тогда Махмуд Али Калиматов полностью осмотрел здание и дал указание комиссии осмотреть объект и провести экспертизу на предмет уместности проведения ремонтных работ или строительства новой школы. По итогам было решено отремонтировать здание. Вот эти швеллера, да, они обычно делают там и идут... Делают снизу, сверху, сверху, да. Раму делают каркасную. Ну а здесь делали что-то. Здесь ленточный фундамент. Вот поэтому это все. Площадки нет, подушки нет. Нету? Нету, вот он, ленточный, вот видно. Ленточный фундамент. Малгобекский район всегда славился нефтяными месторождениями, а Вежари-Юрт располагается именно на этой территории. Периодически в селах района происходит оседание почвы. Почему здание школы начало оседать, неизвестно. То ли грунт слабый, то ли работы выполнены некачественно. Холодно было, и полы в ужасном состоянии были полы. Мы даже боялись, что мы провалимся. Вот я всегда детям говорила, осторожно ходите, не топайте, да, вот здесь у нас в этом месте особенно. Начали реконструкцию с фундамента. Теперь подрядчик гарантирует, что здание простоит еще не 1 десяток лет. Фундамент, значит, полностью по всему периметру прокопали, 1,20 м глубиной, сделали подсыпку, 8 арматур, связали со старым фундаментом и по всему периметру пролили. Более того, значит, колонны, ригеля, все это, в общем, армированный железобетонный каркас получился. А еще здесь были трещины, как вы с ними справились, какая работа? Вот эти все работы и проводились для того, чтобы исключить. 3-й этаж можно строить. Их стянули или же просто сделали так, чтобы дальше не пошла трещина? Нет, их стянули. Этот армированный каркас, это скелет, если говорить по-русски, армированный железобетонный скелет. Все, трещин больше нет, про трещины мы забыли. Здесь обновилось практически все. От прежнего здания остались разве что несущие стены и общие очертания. Насколько качественно сделан ремонт, оценивает глава Ингушетии. Свою проверку Махмуд Али Калиматов начинает с фасада здания. Без внимания не остаются даже мелочи. Ну и что, свет все работает? Все работает. А рамы? Все поменяли. Там окна, дождь туда не заходит? Нет, ничего не. Не продувает? Нет. Все сделано качественно. Вентиляция есть? Вентиляция, естественно. И то она была старая, я ее реанимировал. Шахты были замурованы. Я все сделал. Все вычистил? Да, вычистил трубы, все как полагается. Вроде рядом были. Далее глава переходит к осмотру внутренней части здания. А свое знакомство с коллективом Махмуд Али Калиматов начинает с ветеранов педагогического дела. Вам удобно здесь? Хорошо здесь? Как вам здесь? Очень удобно. Очень красиво. Берешь грязди? Берешь грязно. Первый день занятий к нам приехали представители и говорят, мы в жизни столько радостных, счастливых детей ни в одной школе не видели. Вот так и будем делать. В школе обновился каждый кабинет. Завезли новую мебель. Также все классы оборудованы интерактивными досками. Отремонтировали актовые и спортивные залы. Словом, сделано все, лишь бы дети учились. Как школа вам? Скажите, скажите, что нет? Понятно? Спасибо. Вот,
В обновленную школу ученики и коллектив перешли после новогодних праздников. Сейчас в учебном заведении обучаются около 150 детей. Власти республики сделали все необходимое для учебы и творческого развития учащихся. Теперь дело за ними. Сегодня то, что вам закладывают, в будущем будет. Вы будете великими врачами, инженеры, академики, понимаете, художники. У вас все впереди. Сегодня просто-напросто слушайтесь дома маму, папу, а здесь учителя. Хорошо? Ты обещаешь? Да. Понял. Ремонт школы далеко не единственное преобразование самого северного сельского поселения – Вежери. Там открыт дом культуры и проложена новая дорога. Также ведет строительство детского сада и ФАПа. Все это в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Муслим Ганиев, Майырбек Миржоев. Новости 24.